Резервисты команды главы Коми получили дипломы об успешном прохождении образовательной программы. Пятый поток резерва управленческих кадров был сформирован на конкурсной основе на 3 года. За это время перспективные и уже успешные руководители не только прошли обучение в Академии госслужбы Коми, но и разработали 18 проектов, направленных на социально-экономическое и культурное развитие региона, решение конкретных проблем отрасли, территории или развития предприятия. Лучший проект получил признание. Подробности у Ольги Коняевой. Никаких обгонов и безопасность детей. Резервисты команды главы Коми презентуют собственные проекты. Это, можно сказать, итог 3-летней комплексной программы повышения профессионального уровня. Лучшие выбирают путем голосования. Цель каждого – сделать немного лучше жизнь в республике. Например, у новой школы в Сыктывкаре благодаря проекту резервистов решен вопрос транспортной доступности. Убрали обочину, расширили проезжую часть, изменили схему движения на одностороннее. Так появилось место для остановки авто и безопасной высадки детей. При этом в качестве заказчика выступили физические лица, а подрядчик выполнил работы в рамках социальной поддержки города. То есть мы оплатили подрядчику, проектировщику услуги по разработке проектной документации, передали ее в администрацию города. Подрядчик в рамках этого проекта обеспечил строительство. Тем самым общий экономический эффект составил порядка 2,9 миллиона рублей. Администрация при этом не понесла расходов никаких. Резервисты – это уже успешные руководители муниципальных образований, государственных организаций, коммерческих предприятий. На старте программы отобрали 100 лучших. Образовательные интенсивы, тренинги, конференции, практическая работа в министерствах, обучение у наставников, встречи с экспертами федерального уровня. В течение 3 лет управленцы совершенствовали свои знания и компетенции. До выпуска дошли 72. Часть уже стали звеном в системе управления регионом. К примеру, Екатерина Грибкова теперь министр труда, занятости и социальной защиты Коми. Кадры – самый важный стратегический капитал республики, отметил в обращении к резервистам руководитель администрации главы Коми. Вы получили большой багаж учения и навыков, которые, надеюсь, уже применяете в своей работе. Уверен, что в вашем лице Республика Коми приобрела талантливых и грамотных управленцев. Желаю воплотить все идеи и проекты, которые были задуманы во время обучения, и убежден, что вы будете принимать активное участие в проектной деятельности нашего региона и в реализации национальных проектов. Для реализации проектов резервисты объединились в команды. В каждой представители разных отраслей и районов. Так, на площадке развития сельских территорий в кругу единомышленников родился проект «Новое село. Новая жизнь». Пилотной площадкой выбрали старинное село Ношуль 1551 года образования. Это самая вкусная экспозиция выставки. Можно испробовать продукцию ношульских производителей, пока организаторы рассказывают о туристическом маршруте. Один из маршрутов как раз рассказывает об истории. Один из маршрутов говорит родники православия, о православной культуре, где показываем родники, наш Ношульский храм. И все это посредством наших экскурсоводов, добровольцев, волонтеров, которые есть на территории поселения, которые также выполняют и наши работы. Вот здесь представлена ношулянка в наших орнаментов, вышита ручной работы. Именно орнамент, который используют жители села Ношуль. Проекты самые разные – отраслевые и узконаправленные, социальные и патриотические. Один из таких – «Память сердца», уроки мужества, восстановление мемориалов и могил ветеранов. Эта масштабная акция в честь тех, кто сражался за Родину и за сохранение исторической памяти, проходила в течение года в Книшпогосском районе. Жители с детьми, волонтеры Победы, общественники, местные власти активно поддержали проект. Глобальным завершением стала реставрация самого разрушенного памятника участникам Великой Отечественной войны на реке Вым в деревне Кони. Торжественное мероприятие, которое прошло прямо в деревне Кони, возле памятника, при поддержке артистов драматического театра. На берегу реки Вым собралось более 100 жителей. Это и деревень, и поселков. Приехали туда родственники тех людей, которые этот памятник в свое время делали. И прошло такая грандиозная литературно-музыкальная композиция «Имя твое, Победа». Победителем конкурса стал проект «За жизнь». Это дистанционный центр поддержки беременных, семей с детьми в трудной жизненной ситуации. Проект направлен и на профилактику абортов. Их количество в регионе в 1,5 раза превышает российский показатель. Нашим проектам мы помогаем как предоставлением одежды, продуктов питания, средств личной гигиены, мебелью, колясками, кроватками, так и оказываем психологическую, юридическую помощь в оформлении пособий. С начала
2021 года, с мая месяца мы стартовали. Мы оказали помощь на сегодняшний день уже 60 семьям. Включение в кадровый резерв помогло заявить о проекте, обрасти связями, наладить контакт с органами власти и различными организациями, поддерживающими центр, который работает за счет благотворителей. А еще приток волонтеров и реальная помощь тем, кто нуждается. Вот итог трехлетней работы этой команды. В сентябре пройдет новый отбор для формирования управленческого резерва Республики Коми. Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.